наши женщины выполняют тяжелую мужскую работу, и я не считаю, что это правильно. Я сама не сталкивалась лично с такими ситуациями. Может быть, где-то, конечно, и есть. То, что, иногда знакомые там жалуются, что да. Особенно в отношении молодых мамочек, кто у кого дети, кто ушел в декрет, вышел из декрета. Да, иногда к ним относятся жестче, чем к другим. Понятно, там. Даже знаю, что берут декретных у нас. Все зависит от твоих коммуникативных качеств, твоих личных качеств. То есть, если ты устраиваешь работодателя, я считаю, что ты должна просто себя так преподнести, чтобы человек был заинтересован. А то, что ты декретница, либо нет, я думаю, что в нашей организации это сильную роль не играет. Не, наоборот, яны маюць гораздо больше правоў, чым мужчыны. Напрыклад, гэта касаецца сферы жыцейскай, калі справа ідзе аб тым, у кого больше прав при разводе, то есть расторжению шлюбу. И там вы дискриминуетесь? Дискриминуетесь? 99% судовых решений выносят в пользу жанчыны. Коли детей делят, так? Так, да. Калі рассматривать какие-либо административные, либо другого рода рэчы у судах, заўсёды, амаль 80% гэта судзельскі апарат является жанчыны, и рашэнне, калі одна из сторон является мужчиной, заўсёды, практически 95% идет в пользу жанчын, потому что казать о том, что у нас какая-то дискриминация жанчын, не. Я не сутыкалася з такой праблемай, але ж мусіць ёсць возрастны цэнз. Опять-таки, калі мужчыне уже 60 гадоў ці каля таго, так я разумею, што не сильно хочуць яго браць на работу. Жанчыны таксама, наколькі мои знаёмыя, ёсць такое так калі жанчыне уже за 30 гадоў, і калі ёсць дзеці, пытаюцца ці будзе браць лісткі по хваробе, ці самой, ці дзецям, таксама, гэта, мабыць, у такіх частных прадпрыемствах. Такого нема, так? А так, не. Я, напрыклад, працую у медицине, так у нас берут в любом возрасте. Понятно, что работа бывает разная. Бывает, и девушки намного больше получают, чем мужчины. Поэтому я не в зависимости от работы, от ситуации тоже. Девушки в моей сфере, в продажах, агенты, например, супервайзеры получают тоже неплохие зарплаты. Поэтому в нынешнее время наши мужчины на тех же заводах, многие без работы сидят. Например, как молодая мать могу сказать, что при приеме на работу, да, это очень актуально, потому что ты выходишь в декрет в стаж не идет, а ты приходишь, даже без ребенка, ты приходишь на работу, он говорит: ой, молодая, скоро родишь. Потом выходишь, говорит: о, ребенок маленький, значит, будет болеть. Потом ребенок подрастает, значит, второй будет. И, очень тяжело с этим, да.